Майские праздники уже не за горами. В этом году нас ожидают сразу 7 выходных. В такие дни нельзя остаться дома и упустить замечательную возможность общения с природой, друзьями, семьей, а также ближе познакомиться с историей родного края. А для того, чтобы хорошо отдохнуть, не обязательно покидать республику, уверяют в комитете по туризму. Аланские ворота, 100-метровая башня Согласия, мемориал памяти и славы. Профессиональный гид познакомит ближе с историей народа и расскажет о малоизвестных фактах, которые должен знать каждый житель. Также в канун 9 мая будет запущен патриот-тур по военному патриотическому маршруту Малгобекского района. На сегодняшний день, можно сказать, их более 30. Также хотелось бы отметить, что вот в преддверии майских праздников намечается и автобусный тур, это межрегиональный тур «Экспресс-Кавказ». За несколько дней туристы посещают все регионы Северного Кавказа, и Ингушетия не в стороне. Туристы также посетят мемориал памяти и славы, башню Согласия в столице и горную часть Ингушетии. Красивейшие пейзажи, чистейшие горные реки, минеральные источники, необычайные исторические башни и архитектурные сооружения. Жиракско-Асиновское ущелье по праву считают жемчужиной республики. Никого не может оставить равнодушным этот музей под открытым небом. Мы сейчас находимся в башенном комплексе РЗИ. Башенный комплекс считается одним из крупнейших комплексов горной части нашей республики, памятник истории культуры нашего народа. Родовые комплексы многих наших ингушских фамилий, это около 24 фамилий, которые вышли. Все это Василия Яндиева, Евкуровой, Мамиловой, все это в основном такие крупные фамилии, которые вышли из этого комплекса. Здесь боевые башни, Волв. Такие башни встречаются лишь на тех местах, где проживали сами ингуши. Хотя во многих республиках Северного Кавказа есть башенные комплексы, но именно такие башни с пирамидальной ступенчатой крышей встречаются в 4 местах, где проживали ингуши в войнах. Особенность нашего курорта, нашей республики, в том, что здесь туризм не такого высокого уровня развит, скажем так, и здесь все такое естественное. Сотни туристов ежегодно приезжают сюда любоваться необыкновенной красотой горных пейзажей. Останавливаются они, как правило, во всесезонном горнолыжном курорте Армхи. И хотя сейчас в гостинице туристов нет, на майские праздники забронировано уже около 100 номеров. Мы находимся с вами в номере люкс, который оснащен своей личной кухней, холодильником, также гостевой комнатой и непосредственно спальней своей. Также открывается прекрасный вид на гору-столовую. Можно насладиться прекрасной панорамой Кавказских гор. Разница между номером люкс и стандарт незначительная, разве что нет собственной кухни. Но и это не страшно. На курорте Армхи открыт ресторан, в котором посетители могут отведать блюда как национальной, так и европейской кухни. Также посетители не могут не радовать открытые бассейны, пейнтбольный клуб, велотрасса. Ну а для любителей активного отдыха на курорте есть лестница здоровья. 1780 ступеней. Лестница соединяет нижнюю станцию и верхнюю. Является очень хорошим тренажером для спортсменов, хоккеистов, и очень хороша она для фигуристов. В майский уикенд гостям курорта будут доступны все виды активного отдыха. Правда, восхождение на Столовую гору придется ждать до лета. А самое главное, это, конечно же, экскурсия по историческим местам горной Ингушетии. Экскурсионный маршрут проходит по наиболее популярным уголкам. Таргимская котловина, сердце горной Ингушетии, Жиракско-Асиновское ущелье и Гекал – один из крупнейших средневековых башенных комплексов Ингушетии. Христианский храм Тхабаирды, башенный комплекс Вовнушки и многое другое. Особым интересом у туристов пользуется поистине уникальное место – склеп с могилой барса. Что неудивительно, ведь это первый случай в истории Ингушетии, когда была объявлена кровная месть из-за гибели животного. Один охотник по имени Шатур из Галгаевского общества селения Хамхи был в дружбе с барсом. Он как-то в охоте нашел этого барса раненым и как-то помог этому барсу и подкармливал часто в охоте. Получилось так, что они с барсом сдружились, и этот барс помогал ему загонять добычу. Вот. И один завистник, узнав об этом, решил как-то очень неправильно отнесся к этому, он убил этого барса. Это был единственный случай, когда был объявлено кровное месть за животное. И того, кто убил этого барса, позже поймали и судили в Хамхи, его казнили за это, а барсу дали человеческое имя и со всеми почестями, которые полагают человеком, и похоронили там. До сих пор могила барса, но сохранилась в селении Хамхи. Уникальный туристический уголок. Так Ингушетию вспоминают те, кто уже успел отдохнуть в регионе. Турист может постучаться в любой дом, и его радушно примут. Такое действительно редко где встретишь, отмечают гости. А также помимо эстетического удовольствия нельзя не отметить пользу горного воздуха, минеральных оздоровительных источников. Нет ничего прекраснее, как устроить пикник в окружении необыкновенной красоты каменных башен. Ожидается, что на
майские праздники республику посетят более 5000 туристов и экскурсантов. По республике курсируют 30 действующих экскурсионных маршрутов. Ингушетия также входит в маршрут 5 межрегиональных туров. Сама культура отдыха, она должна быть у нас. Пока ее, к сожалению, все-таки семьями ингуши не едут отдыхать. Если едут, очень редко. Вот это все-таки должно развиваться. Популярность курорта Ингушетии в других регионах страны и мира во многом связана с проведением различных спортивных мероприятий международного уровня. Бейсджамперы в поисках адреналина каждый год приезжают в Джейрах на фестиваль бейсджампинга. Они прыгают с таких вершин, как Цейлом и Мятлом. Уже стала традицией проводить в горах и турниры по смешанным единоборствам М1 Челлендж. Джейрах принял и Кубок России по авторалли, и чемпионат России по альпинизму. Амина Бокова, Джамалил Тамасханов, Новости 24.